Всем привет, дорогие друзья! Давно с вами не виделись. Рада вас видеть снова на канале Лавка Старины. Сегодня, как вы уже догадались, я вам покажу свои пополнения елочных игрушек за последний сентябрь месяц. Итак, давайте все вместе посмотрим. Ну вот, как вы сами уже видите, мне принесли оптовый лот, так скажем. Тут и шарики, и простые шишечки. Но чтобы извлечь что-то нужное, приходится покупать и большим лотом. Поэтому давайте все посмотрим по порядку. Что же у нас тут есть? Ну, во-первых, вот такой вот шарик из 80-х. Шары я тоже люблю. Вот такой вот колокольчик симпатичный с раскраской. Я буду быстрее показывать, чтобы сильно долго времени не занимать. Тут у нас шарик сломался. Или не сломался, он выдевается, скорее всего. У меня в часы с кукушкой каждый раз просыпаются тогда, когда я начинаю делать записи. Так, что тут написано? 1975 год, тем не менее. Тем не менее, дата такая. Коробочка. Фабрика художественных изделий. Игрушка шар-огонек. Цена 25 копеек 74 года выпуска. Пришла ко мне вот такая вот большая земляничка. Тоже в хорошем состоянии. А, нет, здесь скольчик есть. Скольчик придется ремонтировать. Такой вот веселенький. Санта-Клаус, по-моему, даже это. Или гномик. Скорее всего, гномик. Назовем его. Из 80-х, полагаю. Песик такой. Игрушка в отличном состоянии. Сколов, трещин не вижу визуальных. Личико такое. Так. Хозяйка все аккуратно завернула в отдельные салфеточки. Это из морской тематики. У меня из такой тематики были и рыбки. Только не помню, точно такая была игрушка, не была. Ну, скорее всего, не была. Ну, посмотрим. Морскую тематику пополнение. Это морская рыбка трехглавая. Так. Вот такой вот еще колокольчик. Правда, жалко, тут скольчик есть сверху. Ну, попробуем восстановить его. Видите, он прозрачный такой. И фосфорная краска. Надо будет потом проверить, этот фосфор до сих пор действует или не действует. К нам еще одна бабусечка. Вот такая вот. Ну, дедулечка у меня где-то был. И бабулечка была. Но платьице, по-моему, у нее желтое было. Посмотрим. По-моему, это уже разновид другой раскраски. Тут у нас на прищепке ребеночек.
костюме клоуна. Так, по-моему, назывался. Достаточно маленький. Такой вот с фосфорной краской. Мне нравится с фосфорными красками, потому что они в темноте так хорошо таинственно светятся. И мне раньше очень нравились фосфорные игрушки. И тут такая вот лисичка. По-моему, это лисичка, да, лисичка. Маленькая. Крошечная. С таким вот личиком. Лягуха. Вот такая вот лягуха у меня есть. Ну, по закону. Это, по-моему, мушкетер Портос, по-видимому. Вот такой вот ремень у него. По-моему, это Портос. Напишите в комментариях, если я ошибаюсь. Поправьте меня. Тут еще большой-большой, по-моему, это парашют. Парашютик. Ну, это парашютик. Вот с одной стороны, видите, прозрачно, да, просвечивает с той стороны, а с этой стороны, видите, вот амальгама. Вот так было задумано. Наполовину раскрашена она амальгаму. Ну, парашютик симпатичный. Да. Корзиночка с цветочками. Корзиночки у меня есть. У нас тут остался зайчик. Вот такой вот маленький зайчонок. Его почему-то он не так должен висеть кверху ногами. А тут, скорее всего, должна быть прищепка снизу. Вот такой вот зайчонок. Маленький и симпатичненький такой, почему-то грустный. Все такое грустное. Вот селенький. Продолжаем обзор пополнений. Вот у меня вот такая вот беда случилась. Ну, не беда, а она ко мне попалась со скольчиками. Я его как могла отреставрировала, но пока краску еще не подобрала, вот такую вот, какая амальгама. Поэтому она у меня еще в стадии. Доделаем тут рожки. Надо будет доделать еще. Это в стадии восстановления. Эта игрушечка, к сожалению. Ну, делаю это я для себя, поэтому как бы
Вот такой вот ребеночек с погремушечкой. Игрушка целенькая, достаточно. Ну, уже пыльная. Надо будет ее лицо маленечко сделать. Ну, вот тут вот в пупырышках все. Наверное, я его сильно не буду трогать. Пусть оно следы времени остаются такими. Вот такой вот клоун симпатичный пришел к мне. Клоун. Так. Лампа вот такая вот. Но здесь должна быть прищепка, по-моему. Потому что сверху нету подвеса. Он же не будет вот так вот висеть. Это, по-моему, кувшин. Вот здесь вот была раскраска. Краска, конечно же, облупилась. И тут есть, к сожалению, скольчик внизу. И завершает наш сегодняшний показ вот такая вот пирамидка. Симпатичная. Конечно же, краска тоже в некоторых местах облупилась. Но это дело поправимое. Такая вот пирамидка. Ну все. На этом мой сегодняшний очень коротенький ролик заканчивается. Спасибо вам, что оставляете свои отзывы. И отдельная благодарность тем, кто вновь подписался на наш канал. Приятного вам просмотра и до новых встреч! Если что.